жылы елбасы Қазақстан Республикасындағы кәсіптік және өзге де мерекелер туралы жарлыққа өзгеріс енгізіп, қыркүйектің 2-ші жексенбісін отбасы күні деп белгілеген болатын. Біздің қоғамда отбасы әрқашан рухани және мәдени дәстүрлердің сақтаушысы, түрлі буындар арасын жалғастырушы болды. Және солай болып қала бермек. Отбасы күні біздің қоғамдағы руханилықты, өнегелікті нығайтуға, ерлі-зайыптылар жауапкершілігінің маңыздылығын сөзсіз мойындауға ықпал етеді. Уважаемые жители города Сарань, Центральная городская библиотека продолжает знакомить вас с историями людьми нашего города. И сегодня наш краеведческий час посвящен Дню семьи, который был учрежден 1 марта 2013 года и отмечается во второе воскресенье сентября. Сегодня мы в гостях у заслуженного педагога города Сарань Тарлыковой Татьяны Васильевны. Будет отмечаться День семьи. Семья – это самое ценное, что у нас есть. И сегодня мы хотели бы взять у вас интервью. Татьяна Васильевна, расскажите, пожалуйста, о себе. Я проживаю, конечно, в Саране очень давно. Родилась я сама в Караганде, но с 1,5 лет я проживаю в Саране. И родители переехали сюда. Родители мои всю жизнь проработали на предприятиях города Сарани, в угольной промышленности. Папа работал на шахте шахтером. Мама тоже была связана с угольной промышленностью на обогатительной фабрике. Ну вот растили нас. Школу закончила я, 7-ю школу в Саране. После окончания школы поступила в Саранское педучилище. А затем уже чуть позже получила высшее образование в Целиноградском пединституте. Угу. А как вы выбрали эту профессию? Вам кто-то посоветовал или это была ваша детская мечта? Я не скажу, чтобы это мечта была. Но с детских лет у меня 2 брата, и постоянно мы играли в школу, как обычные дети играют. Потом, когда подросла, я была активной пионеркой, и у меня были подопечные, с которыми я занималась, те ребята, которым трудно давалась учеба. Это были пионерские поручения. Вот, может быть, вот оттуда все и пошло. Сказать, чтобы я сильно хотела учителем, как бы не было такого. После 8 класса, когда стал выбор, куда идти учиться, так скажем, мама за ручку привела в педучилище. Ну, с тех пор я, в принципе, не пожалела. В профессии я 43 года проработала учителем начальных классов. И вот последние 3 года только на заслуженном отдыхе. Профессия мне очень нравится. Вот мне нравится, что ты приходишь, и тебя там ждут дети, что они ждут от тебя какого-то чуда, новых знаний ждут от тебя. И когда это все получалось, было и мне радостно, и родителям, и дети были очень довольны. У меня были очень хорошие выпуски, со многими с детьми я поддерживаю до сих пор отношения. Вот. Мне профессия нравится. Мы знаем, что вы являетесь автором методических пособий. Расскажите, пожалуйста, какие пособия это? Ну, в 2015 году, когда стал вопрос, у меня был 2 класс, и появилась проблема, что учебники не совсем совершенны были, потому что было очень мало материала для отработки практических умений каких-то. И у меня возникла мысль, что нужно сделать что-то такое, чтобы детям было интересно. В результате этого появились мои тетради-считалочки. Сначала это было по ходу 2, 3, 4 класс, потом 1 класс появились эти пособия. В Караганде, в методическом кабинете, они получили одобрение, ну и используют эти пособия сейчас по всей Карагандинской области учителя. И даже несколько экземпляров уехали в Америку. Мы знаем, что вы занимаетесь творчеством. Скажите, пожалуйста, что это такое? Ну, как сказать, творчество? Это то, что для души, то, что вот лежит на душу. Я не могу сказать, что я чем-то одним занимаюсь. Здесь и написание картин по номерам, здесь и алмазная вышивка картины, здесь и куклы, которые я делаю.
Здесь, ну, работа с разными материалами. А как вы пришли к этому? У вас что-то, вы где-то посмотрели, и вот загорелось желание, или просто это само по себе вот так? Ну, началось, наверное, с уроков труда в школе, для того, чтобы детям было интересно, потому что немногие любят уроки труда. Вот. Старалась подбирать очень какие-то интересные поделки, что-то интересное для детей, работать с разными материалами, не то, что, вот, допустим, клей, ножницы, бумага или пластилин и все. Выбирала разные материалы, и природный материал, и бисер мы брали, и вышивку брала. И хочу сказать, что много детям по силам, поэтому вот этот, наверное, интерес проснулся и стал развиваться более углубленно. Я стала подбирать что-то для себя, для души. Дочь у меня выучилась на бухгалтера. Вот, сын работает графическим дизайнером. Вот. Тоже творческое. Внуки творческие, они закончили музыкальную, старший закончил музыкальную школу, сейчас занимается, пишет музыку, песни пишет, поет сам. Внучка тоже в музыкалке учится, тоже поет, на городских конкурсах побеждает. Внучка очень любит рисовать, любит музыку и тоже хочет выбрать профессию дизайнера. Ну, раньше, когда были живы родители, мы все время собирались, у них один общий день рождения был, мы собирались вот у них. Ну, а сейчас как-то в основном семейные такие торжества бывают, потому что дни рождения, какие-то юбилеи, события какие-то, собираемся, вот семейные такие бывают праздники. Скажите, а само слово «семья» что для вас? Ну, семья, наверное, это самые близкие люди, это доверие, это любовь, это понимание и, так скажем, гарантия, что в трудную минуту ты всегда получишь поддержку. Ну, в День семьи, конечно, я жителям города хотела бы пожелать прежде всего мира и согласия, здоровья, чтобы они ценили то, что есть у нас сейчас, потому что не всегда мы это ценим. Молодым семьям желаю мира, согласия в семье, долгой совместной жизни, чтобы всегда было продолжение у нашей семьи, наши дети, наши внуки, потому что это наше будущее, будущее нашего города. Вот. Желаю, чтобы труд наших жителей улучшал наш город, чтобы он становился краше, потому что с каждым годом мы видим, что он улучшается, становятся благоустроенные и улицы, площади есть куда сходить отдохнуть сейчас, и детям где поиграть на площадках. Это все для людей. Поэтому нужно ценить то, что есть, беречь и как бы делать наш город лучше, красивее, богаче.